Уважаемые коллеги, сегодня тема нашей с вами встречи – это оценочные процедуры на уровне среднего общего образования. Это оценочные процедуры, три компонента, которые вам известны. Это итоговое сочинение, это единый государственный экзамен по русскому языку и единый государственный экзамен по литературе. У нас в гостях сегодня два председателя республиканских предметных комиссий: Татьяна Николаевна Политова и Безносова Юлия Ревировна. И сегодня у нас состоится такой обстоятельный разговор о тех процедурах, которые проходят наши выпускники на уровне старшей школы, о тех проблемах, которые они испытывают, о тех проблемах, которые испытывают учителя, и о том, как видится это в целом у нас в Республике Коми, немножко с ретроспективой на прошлое, ну и на настоящее. Итак, давайте мы посмотрим план обсуждения. Вы видите, это единая система оценки качества образования, далее подготовка учащихся к итоговой аттестации и использование результатов оценочных процедур в повышении качества образования. Так, дальше что-то у меня. Так, вот эта единая система оценки качества образования, представлена Сергеем Кравцовым недавно. Вот так она видится. Как видите, здесь задействовано дошкольное образование, общее образование по классам. И выглядит довольно так, не устрашающе, но все-таки. Посмотрите, у нас даже дошкольное образование проходит так называемое лонгитюдное исследование. Первые классы у нас освобождены, вторые классы проходят ВПР, четвертые классы проходят серьезные исследования НИКО, ВПР и международные исследования. Пятые, шестые классы проходят ВПР и НИКО. Восьмые классы 15 лет – это международные исследования и НИКО. Десятые классы НИКО и ВПР. И выпускные классы 9-11 класса тоже загружены, как вы знаете. Устное собеседование, во-первых, как допуск к основному государственному экзамену, национальное исследование качества образования, международное исследование. И 11 класс – это сочинение. Это итоговое сочинение, это единые государственные экзамены, также ВПР и также международные исследования. В этот же комплекс входят исследования компетенций профессиональных учителей русского языка, математики. Но наша тема сегодня достаточно узка, это прежде всего старшие классы, и мы ограничимся 11 классами. Но я бы хотела обратить ваше внимание на принципы этой системы ЕСОКа. Посмотрите. Вот Анзор Музаев, заместитель руководителя Рособнадзора, сказал, что самое главное – это объективность. И поэтому вы знаете, что у нас перепроверяются многие экзамены, значит, ЕГЭ, по русскому перепроверяют, берут выборку какую-то, да. То же самое ОГЭ, ВПР, увы, уже все наслышаны, но имеется в виду, что прежде всего самое главное требование, они хотят, чтобы была честная проверка. И вот еще 5 принципов в самом низу, посмотрите. Оценка является составной частью учебного процесса, оценка должна быть объективной, мы оценивать должны только то, чему мы учим. Далее, формат оценивания влияет на содержание обучения, отсюда уход от тестовой части ЕГЭ, и, конечно же, результаты должны использоваться корректно. Вот, то есть, в принципе, ничего страшного, это не наказательная вещь, это вещь, которая нам же нужна, это рабочие вещи, это то, с чем мы должны работать. Так. Давайте мы сразу же приступим к первому главному испытанию наших учеников. Это итоговое сочинение. Я здесь позволила сразу с первого критерия, но хотела бы дать слово прежде всего вам, коллеги. Вот у нас 5 критериев в итоговом сочинении. И, в общем-то, самое главное, я все-таки полагаю, содержательно касающийся, да, это первый, второй и третий критерий. Четвертый и пятый, скажем, хорошо, если там плюс, но если первых 3 нет, то это, конечно, проблема. Итак, вот я выделила проблемы с моей точки зрения. Согласитесь ли вы, что критерию номер 1 проблемы прежде всего это недостаточная работа с нравственными психологическими понятиями и с неумением выявить ключевые слова формулировки вопроса. Прошу вас. Вот я здесь написала, как можно, например, выделить в вопросе ключевые слова, но самое главное, мне кажется, это вопросительные слова. То есть вот как, чем, что и почему дети часто не обращают внимания, не понимая, что вопросительное слово диктует характер ответа. Так ведь?
И поэтому, если написано «как победить в себе гордыню», то это предполагает перечисление необходимых действий, хотя бы минимум одного-двух. Да? Для этого надо сделать вот это, для этого надо сделать вот это, как минимум. Да? Чем можно и нужно гордиться, тоже перечисление. Заметьте, я везде, вот я когда стала думать, а тут у нас везде перечисление. Стало быть, у нас получается, если перечисление одного-двух каких-то качеств, действий, мотивов, то, соответственно, у нас и примеры отсюда будут исходить, так? То есть не может быть перечислено 5-6 качеств, и потом пример только что-то на одно. То есть сам по себе ответ уже за рамки нашего сочинения, значит, обрамляет. Почему гордые люди часто бывают одинокими? Перечисление причин. В чем разница? Называние различий, сколько бы там их ни было. Характер таких вопросов, как можно ли, верно ли, всегда ли, предполагает, что здесь вряд ли может быть один ответ. Так ведь? То есть да, можно, нет, нельзя, да, можно и в то же время, скажем, нельзя, потому что у нас нет однозначных ответов на все, что мы видим в жизни. Ну и нечеткое понимание понятий. Я, например, столкнулась в этом году именно с понятием смирения, а также с понятием добродетели, которое отсутствует в словарном запасе нынешних школьников. Пожалуйста, вот я тут дала рекомендации, что бы вы могли добавить? Уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте продолжить мысли, которые сейчас были заявлены Татьяной Петровной. Действительно, по критерию первому мы очень часто в сочинениях, которые потом перенаправляются на перепроверку в Республику Коми, видим как раз вот этот вот подход неумение работать с конкретной темой. Как правило, дети начинают уходить от темы в тот момент, когда в тезисе, в условном тезисе итогового сочинения начинают давать широкое, максимально философское определение направлению, тем словам, которые есть в направлении. И вот если мы сейчас обратимся к первой теме, как победить в себе гордыню, эта тема приведена здесь в пример на слайде, то, как правило, дети, которые не приучены работать с темой, начинают вместо тезиса размышлять о том, что такое гордость, что такое смирение, и таким образом перечеркивают себе путь для того, чтобы раскрывать конкретную тему. То есть они не видят в содержании вопроса слово «победить», слово «в себе» и еще и «как». И поэтому получается, что они не стараются разобраться в личности героя или героев, в том, как они в себе преодолевают гордыню и какие для этого действительно совершают поступки или принимают решения. Поэтому этот критерий должен нацеливать детей и учителей, соответственно, прежде всего на то, чтобы рассуждение строилось с учетом вопросительного слова и с учетом ключевых словосочетаний и слов, которые этот вопрос, собственно, и образуют. Коллеги, вот здесь очень важный момент. Конечно, в тот момент, когда мы готовимся с детьми к итоговому сочинению, мы в первую очередь разбираем сами направления. Понятия заявленные. Точнее говоря, да, даже понятия, но гораздо продуктивнее внутри этих направлений с детьми обговаривать варианты формулировки тем, чтобы, размышляя о добре, например, дети понимали, из каких душевных свойств, качеств, черт личности, собственно, добро и состоит. И поступков. Ну, естественно, да. Говоря, например, о надежде, чтобы они тоже, ребята, понимали, что есть, конечно, надежды романтические, есть, конечно, надежды благородные, но есть надежды и пустые. То есть в любом понятии нравственно-психологическом мы так или иначе найдем разные стороны. А в тот момент, когда мы приучаем детей работать только с положительной оценкой того или другого понятия, мы, к сожалению, не даем им возможности размышлять вообще о проявлении этих качеств в разных ситуациях, потому что в разных ситуациях эти качества тоже могут проявиться у человека по-своему. Поэтому в тот момент, когда дети столкнулись с темами в блоке смирения, и в том числе и отчаяние, они, конечно, не очень-то осознавали, что и смирение можно понимать не только как рабскую покорность, но еще и как очень важную черту смириться с миром и отдать себя миру, служить миру. Вот это служение миру, конечно, осознавалось, может быть, не очень четко. И как духовная сила. Да, и как та сила, да, которая помогает человеку преодолевать жизненные трудности. Поэтому, уважаемые коллеги, конечно, работу с понятиями, которые нам будут
будут даны в следующем году, уже в конце августа, к следующим направлениям итогового сочинения, вот эту работу с понятиями нужно детализировать и внутри этих понятий выходить на черты, на свойства, качества, поступки, убеждения, ценности, жизненные принципы, чтобы учащиеся понимали, в чем потом это понятие в жизни проявляется. И еще раз повторюсь, очень продуктивный путь, когда мы не ждем никаких вариантов тем, а помня о том, что эти вопросительные слова клише уже в рамках тем и тематических направлений у нас устоялись, то мы эти вопросительные слова клише можем с детьми уже сами использовать для того, чтобы формулировать проблему, чтобы в любом случае они понимали, что вопросительное слово «почему» выводит и на осознание причин, и на последствия совершенных или несовершенных поступков, чтобы они понимали, что вопрос «как» он предполагает на то, чтобы мы оценивали вообще возможность поведения героя. То есть может ли он в этот момент совершить действительно поступок, или у него такой возможности нет. То есть нам нужно усилить в этом смысле работу, собственно, с формулировкой темы. И еще раз повторюсь, мы опять видели в этом году в Республике Коми темы, сформулированные в виде вопросов. На протяжении многих лет они нам подаются именно в таком формате. Но, коллеги, это не говорит о том, что мы не можем работать с другими вариантами. И, может быть, в тот момент, когда дети в форме вопроса представляют тему утверждения, тему цитату или тему, то в этот момент мы тоже приучаем их к тому, чтобы они более внимательно относились все-таки к этому вопросительному предложению и осознавали его именно как вопрос. Я так понимаю, что любой учитель, всегда получив тематическое направление, начинает прежде всего с работы понятий. И я видела много сочинений, когда дети начинают: давайте сначала разберемся, что такое. А потом, собственно, разобравшись с этим, что такое, они дают примеры этого, а тему-то уже забыли, да? То есть нет мостика. Мы не говорим о том, уважаемые коллеги, что это запрещено или это невозможно в рамках сочинения. Возможно. В качестве вступления ребенок действительно может поразмышлять по поводу тех понятий, которые употребляются в том числе в теме и в том числе в направлении сочинения. Но при этом нужно еще и научиться делать переход, собственно, к тезису, собственно, к своему замыслу, который мы будем открывать в сочинении, раскрывать в сочинении. Вот я здесь написала рекомендацию по выбору темы, что часто ребенок берет именно то, что ему ближе, понятнее, может быть, то, что для него лично это важно, да? Но надо все-таки понимать свои ресурсы, так сказать, да? То есть ты действительно вот эту тему понимаешь, вот вы ее на уроках рассматривали, да? Ты все, так сказать, ракурсы этой темы рассматривал, да? Дальше у тебя есть тезис на этот, да, вопрос. И у тебя есть хорошая литературная аргументация. По мне, все-таки это важнее, чем привлекательность темы. Как вы думаете? Вот, например, дети брались за направление он и она, потому что возраст такой, что как раз им ближе. Но как раз таки столкнулись с тем, что очень мало что понимают в отношениях взрослых, потому что у нас все-таки эта литература касается не подростковая литература, взрослая, и нюансы отношений, скажем так, и рубят с плеча, и что-то там пишут такое, что я прямо детям так и сказала, честно говоря, призналась: не берите это направление. Иногда учитель может хороший от всей души дать такой совет. Но я бы хотела обратить внимание еще на рекомендацию работы с понятиями. О том, что, например, если заявлено понятие счастья, смирения, неважно, то действительно нужно и как отрицательную, так и положительную сторону понятия, но еще обратить внимание на ограниченные понятия. То есть счастья много, и женское, и материнское, и детское, наверное, счастье, и счастье там, работника, так, счастье там, крестьянина, я не знаю. То есть в теме, скорее всего, будет всегда сужение какое-то. Уточнение, да. Дальше, если выбор, то дети берут какой-то один выбор, они понимают чаще всего как выбор жизненного пути. На самом деле точно так же. Выборов очень много. Таким образом, вот учителям надо работать прежде всего с обобщением и ограничением понятия. То есть смирение. Значит, еще какое бывает смирение. То есть расширять понятие, сужать. И тогда только сопровождать примерами. То есть уметь работать с понятием. Ну и, конечно, вы совершенно правильно сказали, что
нужно работать с ключевыми словами, то есть имеется в виду каждое слово темы рассматривать, да, рассматривать и обращать внимание, вот что в вопросе будет самым главным. То есть получается так, что учитель должен, вот получил тематическое направление, и вот эти все почему, как, можно и так далее, вот все буквально рассмотреть. Ну, вообще, конечно, вы правы, что у нас только вопрос, а я всегда жду с ужасом, а вдруг не будет вопросов. Вдруг будет цитата. Конечно, с одной стороны, это легче. То есть тезис уже дан, не надо составлять. Но вы же понимаете, цитату могут дать такую, метафорически высказанную, что ее перевести на обычный прямой язык с прямыми значениями слов, это тоже будет задача. И как мы знаем, по 9 классу, например, перевести лингвистическую цитату, да, перевести фразу из 19, вот это 9-2 сочинений, да, вот, объяснить, но это опять же нужно как-то истолковать, вот это будет проблема. И точно так же, как и тема понятия. То есть все-таки мы дадим совет учителям не ограничиваться проблемными вопросами. То есть могут дать, и в принципе имеют право дать совершенно другой вариант сочинения. И тогда мы, получается, подведем своих детей. Поэтому надо рассматривать все варианты сочинений. Так, что-то, Юлия Риверовна, скажете по данному поводу? Вы же работаете в старших классах. Я работаю в старших классах, и хотелось бы конкретных критериев. Вот мне лично хотелось бы деление на баллы по этим критериям, чтобы четче можно было говорить об ошибках, пока мы имеем, да, четкие критерии по 5-му, четкие баллы по 5-му критерию, да, 5 ошибок на 100 слов, а по остальным нет. Вот как-то бы хотелось. Ну, у нас, это, я так полагаю, переходный вариант, коллеги. Вот это вот на зачет, это переходный вариант. И я все время, опять же, вспоминаю Татьяну Николаевну, когда мы первый раз собирались по первому сочинению. И вспомните, как тогда писали дети. Все-таки мы с того года выросли, хотя сочинение сколько у нас, 3 года? Нет, с 15-го года. 4 уже, да? 4 года. И мы сделали, считаю, просто гигантские шаги с детьми. Да, гигантские шаги. Но вот переход, скажем, на бальную систему, то есть уже какие-то нюансы учитывать, вот я боюсь, что мы еще не дозрели наши дети. И тоже позволю себе резюмировать. Мы все-таки давайте, коллеги, будем помнить о том, что итоговое сочинение – это всего-навсего допуск. Государственная итоговая аттестация – это допуск, но это все-таки всего-навсего допуск государственной итоговой аттестации. Поэтому в том формате, в котором критерии сейчас существуют, они в принципе позволяют определить, есть ли у ученика коммуникативный замысел, то есть в своем возрасте, завершая обучение в 11 классе, понимает ли, о чем он пишет и в каком направлении развивает свою мысль. В этом смысле критерий 1 и критерий 3 позволяют работу проверить. На мой взгляд, несмотря на всю общность вроде бы фраз, которые употреблены в описании критерия, и критерий 2 тоже позволяет оценить, умеет ли ребенок использовать аргументы. То есть умеет ли он отобрать как раз то литературное произведение, которое ему близко, умеет ли он, опираясь на это литературное произведение, доказать свой же тезис, то и действительно видит ли он в литературном произведении либо причины, либо свойства, качества, черты, либо же сравнение и сходство или различие. Поэтому в этом смысле и 2 критерий я бы пока побоялась переводить на баллы, тем более, что если есть такая необходимость, мы по баллам можем проверить, потому что в методических рекомендациях Рособорнадзора у нас всегда есть деление на баллы, которые рекомендованы в высших образовательных организациях. Поэтому пока вот такой подход, зачет, не зачет, он вполне себя оправдывает, и учителя нашли пути для подготовки к итоговому сочинению, и дети учатся различать итоговое сочинение, сочинение в формате ЕГЭ по русскому языку, сочинение по обществознанию, сочинение по истории. Поэтому я бы пока даже и не ожидала, что ли, перехода на баллы, потому что пока вот в этом, наверное, контексте нам нужно еще научиться работать. Итак, посмотрите, пожалуйста, проблему, которую я вычленила с критерием 2.
Ну, я думаю, что просто настоящее бедствие, то, что называют чужие готовые аргументы. Чаще Мгм. всего, да. Чаще всего многократно, те, которые многократно повторяют, в том числе и в сети, и мы видим такие калькированные сочинения, в которых, ну, вот в этом году лидировали, конечно, Платонов, Юшка и Куприн. Куприн Чудесный уже доктор. мне, уже все. Мгм. История семьи Мерцаловых, Да, все. это как В каждом притча во сочинении. языцах, да. Но Мгм. если мы встречаем свои аргументы, то начинается что? Искажение, фактически ошибки. Мгм. То есть они берут готовое, и еще нужна проблема это готовое как-то зацепить к тезису, но когда свои аргументы, то тогда обнаруживается, что прочтение было так себе, поверхностным. Ну вот я здесь написала, какие рекомендации, что прежде всего, конечно, хорошее знание текста важно. Вот куда, вот что ни скажи, и самым лучшими способами являются это комментированный пересказ ключевых эпизодов. Очень часто дети начинают пересказывать все произведение, полагая, что обнаружив знание сюжетных линий, тем самым они что-то доказывают. И вот комментированный пересказ только эпизодов, только маленьких даже пусть В эпизодов. контексте Да, темы. да, да. Далее, выбирать персонажей, которые вот здесь подойдут. Это бывает иногда второстепенный персонаж, а вовсе не главный персонаж. И, конечно же, сопоставление, потому что, ну, пусть 250 минимальных, ну, 300 слов, но все-таки не наберешь на небольших эпизодах. Или здесь надо уметь хорошо растечься мыслью по древу, правильно? И Мгм. поэтому лучше всего, конечно, брать разных героев, но для этого надо видеть, что эти герои сюда подойдут. И вот, конечно, с этим у нас проблема. Так, ну и третий. Это неумение создавать план сочинения в соответствии с типом речи и рассуждений. Строить смысловые части. И, в общем-то, мы понимаем, что итоговое сочинение – это прежде всего рассуждение. Тезис, комментирующая часть и вывод. Да? На вступлении мы, в общем-то, не настаиваем, но вы понимаете, вступление должно быть. И вот как раз, как вы правильно заметили, когда они дают определение понятию заявленному, так, то это уже можно посчитать вступлением. Дальше еще совсем давно, вернее, в советские времена, у нас было такое вступление через определение понятия. Ну, тем не менее, других вступлений пока я не знаю, может быть, мне просто не повезло, не видела. Но, тем не менее, вот мы должны дать детям понятие, что сочинение – это структура, определенная давно. Это классика, так сказать, да, жанра, школьное сочинение, так? И что как строится, как развивается мысль, что такое абзацный зачин, что такое, значит, заключение, как они должны перекликаться, как вступает пример, что такое тезис, что такое развивающий тезис. Я так думаю, что все-таки мы должны потихоньку переходить к более серьезной работе над сочинением. Пусть он пока устраивает как допуск. Но тем не менее, мы понимаем, что вот я не знаю, может быть, опять же, мне не повезло. Я прекрасных работ не видела. Вот как когда-то видела давно. Понимаете? Они все похожи, эти работы. Похожие. И мне вот эта похожесть совершенно не нравится. Кстати, в тех критериях вузовских, там один из критериев оригинальное сочинение. Да, там есть. Да, но я боюсь, что у нас этот критерий был бы нулевой везде. Оригинальности близко нет. Итак, посмотрите, значит, 3 самых проблемных критерия, которые должны быть отработаны содержательно учителями, учениками. И пока еще, вот я сейчас общалась очень плотно с филологами в городе Инта, нас там было много, сейчас на курсах. И, конечно же, они говорят, что есть у нас сочинения на незачет, причем никаких вообще вариантов нет поставить зачет. К сожалению, только единственное, что могу сказать, что не обладаю информацией о количестве незачетов по республике Коми. Вот это, к сожалению, вот это то, что минус, скажем так, в нашей с вами работе, это недоступность каких-то информационных вещей. А вот это то, чем вот этот маленький блок итогового сочинения я хотела бы завершить, обрадовав, конечно, безусловно, всех филологов, то, что у нас обновленная редакция, она утверждена. И давайте посмотрим на промежуточные результаты по учебному предмету литература. Мы скоро, по идее, подойдем к 10 классу, и
по идее, наши дети должны будут научиться, посмотрите, если в 9 классе Мгм. 330 слов, да, то есть огромная работа будет проведена в основной школе, и это нам будет помощью в старшем звене. Я думаю, вот эта и оригинальность может появиться, да, и объем будет больше, и вообще, так сказать, жанром сочинения, школьного рассуждения, они будут справляться лучше. Посмотрите, во-первых, нам возвращаются сочинения на литературную тему, и второе, на свободную тему, на морально-этическую, философскую. То есть, в принципе, это вот, ну, не скажу в формате итогового, но вот это к нам помощь идет из основной школы. То, В чего мы формате, давно не... В формате, в в принципе, формате итогового, в морально-этической. принципе, конечно. Но вы понимаете, что именно потому, что вот если, например, берешь 10 класс, чужой там сборный, да, класс, то прежде всего обнаруживаешь, что на сочинения вот такого плана они не писались. На литературную тему писались, а вот на свободную не писались. Поэтому, когда я посмотрела, я подумала, ну это надо обязательно показать филологам, если они еще не заглянули в эту редакцию, на это вот промежуточные результаты, то вот спешу обрадовать коллеги. Это наше с вами поле деятельности. Ну и по сути это будет рекомендация к пересмотру форм промежуточной аттестации. Это да. То есть если уже это внесено в стандарты, утверждено, то мы с вами должны будем пересмотреть промышленную аттестацию, чтобы, во-первых, к этой промышленной аттестации готовить, если с нас будут спрашивать именно этот результат. Нет, Да? это один из результатов. Это один, да, один из результатов, но он очень объемный. Очень Для объемный. того, чтобы достичь этого результата, мы понимаем, сколько перед ним нужно сделать ступенечек. Поэтому и этот результат нужно будет показывать. Но я просто хотела сказать, коллеги, мы снова возвращаемся вот к тому забытому уже филологами, да, вот к работе над сочинением. Это теперь у нас одно из важнейших вот умений, которые мы должны выдать. И оно входит в промежуточную аттестацию. То есть не сдача подобного сочинения, вернее, подобных, да, потому что здесь нет на выбор. Это не на выбор. То есть И ребенок то. каждого, да, года обучения должен уметь писать и такую работу, и такую, и именно в этом объеме, иначе он будет условно переведенным только в следующий класс. Я думаю, что закон в этом смысле не изменится о промежуточной аттестации, о том, что это влияет на переход на следующий год обучения. Поэтому вот, коллеги. Так, ну а теперь давайте перейдем к единому государственному экзамену. Давайте посмотрим, что у нас происходит по тестовым баллам за последние вот 4 года. Можете прокомментировать? Я вот могу только лишь сказать, что вот по фиолетовым баллам вот этот диапазон 60-69, да, он пока остается превалирующим, видите? С одной стороны, да, но с другой стороны у нас в 2019 году было такое достаточно серьезное увеличение ребят, которые набрали от 80 до 89 баллов. Да. И, кстати, вот здесь уже это было обозначено как рост, видите? 616, 782, то есть сдвинулось вот сюда, да? Но пока самая толстая часть у нас находится в 60-69. Да, в этом диапазоне. Детей у нас уменьшилось. Заметьте, было 1600, теперь 1400. Видите? Это ведь не количество детей. Это ведь не количество детей. Количество детей это ведь больше. А количество чего? А это вот шкала. Это шкала. Шкала чего? А количество детей у нас уходит за 3800, за 3700. Если вот прибавить вот эти все цифры, у нас значит 1400. Это шкала. Все, поняла. Это не дети. Это Всё поняла. Это шкала баллов. Это шкала, да. баллов. Но тем не менее, вот посмотрите, все-таки вот у нас пока дети, вот если мы говорим о конкурентоспособности, то рост вот этих двух фиолетовых столбиков, так, сдвиг вправо, можно сказать, да, это будет означать, что какая-то уже конкурентоспособность появилась. Потому что, когда мы смотрим общую диаграмму, мы понимаем, что по России вот эта толстая часть именно в этом диапазоне, а значит, ребенок, когда приносит свои сертификаты в ВУЗ, он видит, что там с такими ровно баллами очень много детей. Поэтому вот это позитивный, так сказать, сдвиг. Так, теперь давайте посмотрим, какие у нас результаты за 5 лет по нашему среднему. Давайте тестовому баллу. Ну, 100 бальники, понятное дело, здесь ведь никогда предугадать невозможно.
Минимальное количество тоже скачущий, да, диапазон. Ну, нельзя Вот. сказать, что он очень так вырывается вперед или как-то вот Нет, снижается, он но вполне это вот такой так вот процент скачет, такой, да, наверное, и есть. да. Мгм. А вот тестовый балл, в общем-то, я смотрю, у нас ровненький, скажем так, в пределах 68, да. 68. Ну, так же, как и на предыдущей диаграмме. То есть все равно большинство детей у нас получают от 60 до 79. То есть это такая средняя полоса, и вы абсолютно правильно, Татьяна Петровна, говорите о том, что так получает большинство. А для того, чтобы поступить в лучшие вузы, для того, чтобы потом учиться на лучших факультетах и выбирать, иметь еще и возможность выбора, конечно, нужно получать от 80 и выше баллов. И вот поэтому, глядя на эти результаты, я все-таки спрашиваю, есть ли у нас ресурсы? Ресурс повышения результатов есть. Если мы посмотрим вот как раз на левую сторону, да, этой презентации, этого слайда, то мы увидим там результаты по первой части, например, да, по Тестовый, да. первой части, да, по тестовой. И вот как раз ресурсы там есть в заданиях по орфографии и в заданиях по пунктуации. Задания по пунктуации дети выполняют чуть лучше, чем задания по орфографии. А вот по орфографии те же задания, которые сейчас отмечены на слайде, это задание 9 с анализом правописания корневых гласных, это задание 10 с анализом правописания приставок. Оно действительно, эти задания действительно выполняются чуть ниже, причем, если потом анализировать типичные ошибки, которые дети допускают во второй части при написании сочинений, эти же как раз орфограммы, которые, казалось бы, мы с ребятами изучаем со 2 класса, уважаемые коллеги, но эти же орфограммы становятся в лидерах. То есть дети больше всего ошибок допускают именно вот по этим Ну, орфограммам. посмотрите, здесь низкий, это критический результат. Это Мгм. правописание личных И окончаний. тоже, да, Да, глаголы и суффиксы причастий. Сложные предложения с разными видами Мгм. связи. Это конец 9 класса, Да, когда они да. уже к ОГЭ готовятся. И пунктуационный анализ. Это Мгм. правила просто забыты. То есть Мгм. они, может быть, знаки-то поставили бы, но правила забыты. Мгм. И вот, конечно же, вот вы прямо предвосхитили мою мысль. Вот я здесь сделала такую диаграмму, посмотрите. Я объединила критерии по группам. Мгм. Содержание, речевое оформление и грамотность. Ну, извините, уже фактологические и Мгм. этические. Я Мгм. просто не стала, там высокие у нас результаты, и ладно. И вот посмотрите, за эти, получается, 4 года у нас содержательно, видите, очень хороший рост. Мгм. Так? Дальше. Речевое оформление тоже, безусловно, посмотрите, с 30% до почти 68%. Но низкая – Грамотность. это грамотность. И поэтому вот то, что здесь, и то, что здесь, безусловно, взаимосвязаны. Получается так, что, во-первых, дети здесь или не научены просто проверять свое сочинение, а я так полагаю, это идет, так сказать, видимо, если пишутся сочинения, должна проверяться грамотность, а в ЕГЭ по литературе грамотность Речевые ошибки. только речевые. Мгм. То есть вот мне кажется, здесь вот где-то вот кроется та основа, почему у нас дети стали не очень грамотными. То есть получается, что 60% это же достаточно низкий результат, понимаете, да? То есть ресурс, скорее всего, повышения результатов, это что? Работа с орфографией, пунктуацией, то, что, казалось бы, было завершено на уровне 9 класса. Причем это работа с текстами. Не столько с правилами, Да, сколько и с текстами. не со словарными, только со Мгм. словарными Мгм. диктантами или только с объяснением орфограмм, а работа со своими текстами. То есть на уроках должны писаться мини-тексты, Мгм. мини-рассуждения, части, может быть, сочинения. Я абсолютно уверена в том, что на уровне среднего общего образования в 10-11 классах должны практиковаться диктанты полномасштабные, Только полнообъемные. что прямо у меня вот с языка сняли. Диктанты проводить в 10 и 11 классах Обязательно. надо. Причем самопроверка. То есть перед тем, как учитель получит эту работу, нужно выделять время. Мы не говорим о том, чтобы все 40 минут дети писали под диктовку. Это может быть 20-минутный диктант, и должно быть время, чтобы ребенок, еще не уставший, проверил эту работу. Возможно, в
практике, в опыте работы, чтобы эта работа проверялась еще и с орфографическим словарем. Почему бы и нет, если это учебная работа. И вот я бы еще обратила очень внимание на то, что в рамках итогового сочинения, это может быть более актуально, вы говорили, Татьяна Петровна, о эпизодах, ключевых эпизодах, которые можно использовать. И вот в практике работы у учителя должен быть этот письменный пересказ ключевых эпизодов. Потом уже То есть можно вы говорите об изложении. По сути, да. То и потом, после этого изложения, возможен какой-то еще творческий порыв, да, по поводу комментирования и выполнения творческих заданий, что будет тоже готовить к итоговому сочинению. Но так или иначе мы видим, что уменьшение количества письменных работ или только сведение их к одному формату вот вызывает вот такие провалы в орфографии. Мы говорим о том, что не только к итоговому сочинению, не только в формате ЕГЭ, но и в рамках других письменных работ с детьми тоже нужно отрабатывать орфографические навыки, пунктуационные навыки. И я еще обращу внимание, коллеги, и на соблюдение грамматических норм и речевых норм. Часто с экспертами мы видим, что дети допускают ошибки в достаточно понятных с точки зрения построения предложения. То есть лидируют грамматические ошибки, связанные с употреблением однородных членов, с употреблением деепричастий и с построением косвенной речи. Это наиболее частотные ошибки, которые дети неплохо анализируют при выполнении 8-го задания, хорошо набирают баллы, то есть они эти ошибки различают в чужой речи, а в своей речи они не приучены. И, как правило, когда разговариваешь с детьми и спрашиваешь, ну как это вы так это находите вроде бы в 8-м задании и не видите в своей речи, они говорят, ну так ведь в 8-м задании ответ-то ведь уже написан, а в своей речи, значит, я не анализирую, что за тип предложения, что за конструкцию я сейчас вообще встрою. Ну и, кстати говоря, лидерами среди речевых ошибок в последнее время тоже являются ошибки, которые вроде бы дети при работе с тем заданием, да, коллеги, поправьте, пожалуйста, вроде бы тоже уже учатся различать. Это пресловутые повторы. Конечно, это и употребление слов в несвойственном значении, но лидируют все-таки повторы. То есть неумение заменить слово, у которого очевидно есть синонимы, адекватными стилю речи, адекватными ситуации, речевой ситуации, словами, которые в русском языке существуют. Поэтому мы говорим о том, чтобы корректировка ошибок шла и тех, и других в письменных работах на уроках. Я так полагаю, что то, что они решают в тестовых заданиях, они просто не переносят это в свою работу. Ну и это да, но это должен быть опыт все равно. То есть если опыт он не сложился я на вот уроке. поспрашивала учителей. 1 час русского. Конечно, один. Но при этом, коллеги, у нас есть еще, я понимаю, что это тоже может вызвать критику, но при этом у нас есть еще и ресурс домашних заданий, при этом у нас есть еще и родной русский язык, и родная русская литература. Поэтому... Они нацелены на иное, Татьяна Подождите, Николаевна. коллеги, мы там тоже выполняем письменные работы, наверное, которые следует подвергать более тщательной 0,5 проверке. часов. Этот аргумент принимаете? Посмотрим. 0,5 часов. Я спрашивала у коллег. 0,5 часов на родной русский язык. Но все равно, уважаемые коллеги, мы должны говорить о том, что ресурс у нас есть. То есть нужно двигаться. Ресурс есть. Другое дело, что надо его указать и сказать, что, коллеги, я понимаю, что сначала у нас были проблемы это с содержанием, то есть с аналитическим вот этим вот. Очень тяжело Да, определяли очень проблему. Долго, очень долго. Сейчас нужно отдать должное, что коллеги переработали очень большое количество текстов, потому что видно, что многие дети приучены понимать особенности художественного текста и публицистического. Часто слышишь, извините, коллеги, учительскую речь в сочинении, в том смысле, что ребенок говорит в художественном тексте, сложно было определить позицию автора, но опосредованно по поступку героя я думаю, что позиция является такой-то. Я это в положительном смысле сейчас привожу в пример, потому что нужно отдавать должное учителям, которые вкладывают это в головы наших учащихся. Поэтому мы видим, содержательные критерии растут, потому что сейчас формулировки проблем стали более, скажем так, понятными, в том числе и детям. То есть они понимают, что за проблему сформулировали. Ну вот тексты по содержательному анализу текста, которые я, вернее, извините, курсы по содержательному анализу текста, вот я читаю, да, и они очень востребованы, вызывают больше всего количества так, филологов. Вот, и я уже вижу, что это уже учителя, которые уже, так сказать, не новички, но они хотят, да,
И, в общем-то, я думаю, что с содержанием, в принципе, мы уже справляемся. Теперь бы хорошо, если бы мы еще также грамотность подтянули. И вот здесь как раз тот ресурс повышения наших результатов, повышения тестовой части, да. То есть получается, что нам вот это вот, как это сказать, мы налегли на одно и упустили немножко другое. Вот это надо Выравнивать. да, выравнивать. И, конечно же, диктанты и действительно подробные изложения с редактированием текстов, именно речевые и грамматические ошибки, работа со словарями. Надо как-то вот включать все это, несмотря на малое количество часов. Просто искать другие способы работы, что ли, да? Иначе строить уроки. Именно уже исходя из того, что мы уже русский-то язык изучили, а теперь мы уже работаем на уровне обобщения, повторения. И, в общем-то, какие-то вещи мы, наверное, сможем здесь наработать. Просто задачу надо поставить перед учителями. Я думаю, что они еще пока такой задачи перед собой не ставили. То есть они видят грамотность только в тестовой части. А вот здесь вот это является не самым важным. У меня такое ощущение складывается. Так, ну вот то, что у нас содержательные задачи, которые в коммуникативной компетенции одинаковые, честно говоря, вот учителя не всегда это осознают. А я говорю, что у нас тогда будет все хорошо в 11 классе, если в 9 будет отработано. И я прямо работаю с ними по текстам ОГЭ и говорю, посмотрите, все это вот прямиком идет в ЕГЭ. То есть везде одно и то же. Анализ чужого текста, создание собственного текста. Одними и теми же понятиями, значит, оперируем. Одни и те же умения востребованы. Но часто так получается, я не знаю, конечно, но все-таки 9 классов у нас больше. Получается, что учителя, которые отработали в 9 классе, они иногда и не планируют идти в старшую школу. И поэтому возможно, что они считают, что, в общем-то, это не их задача. Вот. И поэтому вот комментарий, работа с комментарием, она затруднена тем, что в ОГЭ должны привести тоже пример иллюстрация, пример аргумент. У нас сейчас там в критериях разделили вот эти вещи, четко привязав к каждому виду сочинений, так? Но вот роль пояснения, да, вот это дети могут и не давать. И они и не дают, а баллы получают. И поэтому вот если посмотреть, очень лояльно проверяется сочинение в ОГЭ. Достаточно лояльно. Да, я бы так сказала. Поэтому вот эти четверки, и когда ребенок приходит и знакомится уже с требованиями к ЕГЭ, и у него особенно с комментарием, то он понимает, что это у него не наработано было в 9 классе. К сожалению, так. Ну и давайте посмотрим, как нам помогут наши новые стандарты. Я все-таки все еще не могу отойти от себя, когда вот читаю их. Посмотрите. Вот содержательный анализ текста, да, у нас. Но тем не менее, посмотрите, у нас, во-первых, очень интересное умение появляется, как формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них. Чем, собственно, не то, что мы делаем. Мы формулируем проблемный вопрос и отвечаем на него. С опорой на текст, да. причем, да, везде да, опора да. на текст. Содержание текста. То есть, посмотрите, у нас объем значительно с 5 класса, посмотрите, 150, да, до 330. То есть это очень большой объем работы. Это по русскому языку. То есть теперь получается, что эти 10-15%, которые мы на уроке развития речи тратим в основной школе, этого явно будет недостаточно, учитывая объем задач, которые стоят. И это, опять же, это все входит в промежуточную аттестацию. Это всего лишь одно из умений, вернее, одно из тех, что будет проверяться. Но обращаем внимание, значит, рассуждения уже должны будут писать у нас в 7 классе, доказательства, объяснения, размышления. Дальше, значит, формулировать, так и использовать способы информационной переработки прочитанного текста. То есть, что мы проблему найти? Это информационная обработка. Найти авторскую позицию. Прокомментировать текст информационно. То есть, на самом деле, получается, что вот весь ресурс основной школы будет подключен к решению задач, которые будут на ЕГЭ.
Вот так вот, потому что пока бились одни мы. Ну, скажем так, бились. Так, что-то хотите здесь прокомментировать? Вас радует то, что вы видите? Безусловно, но нужно еще обратить внимание, что в тот момент, когда коллеги пересматривают промежуточную аттестацию, составляют контрольно-измерительные материалы для входных работ, да, или для текущего контроля, для тематического контроля, вот, к сожалению, даже вот эти замечательно сформулированные результаты проходят мимо. То есть мы, как правило, видим в практике контрольно-измерительные материалы в формате ОГЭ с 5 по 9, в формате ЕГЭ с 10 по 11. Но если мы сразу даем в этом формате, то мы опять же не учитываем то, что сначала ребенок должен научиться. И поэтому очень бы хорошо было, если бы сейчас в нашей практике появились такие практические работы, где ребенок бы действительно продемонстрировал понимание содержания. То есть как он это будет делать, через какие задания он это будет делать, потому что объем-то ведь текстов с точки зрения их стилистической принадлежности каждому классу увеличивается, еще и с учетом функционально-смысловых типов речи. И посмотрите, как лидирует все-таки художественный текст. Он представлен абсолютно во всех классах, потому что в 11 классе, а точнее говоря, по завершении 11 класса анализ художественного текста, несмотря на то, что мы все изучаем литературу, вызывает самые большие затруднения. То есть априори кажется, наверное, да, вложили. априори кажется, мы же читаем, мы же понимаем. Читать, понимать, еще и анализировать, интерпретировать, преобразовывать. Вот как раз эта информационная переработка, преобразование текста очень страдает, потому что из информационной переработки учащиеся максимум помнят пересказ. Почему и на ЕГЭ многие сочинения превращаются в пересказ? Не в цитирование автора, не в сравнении позиций автора, допустим, и героев, или героя и героя, а в пересказ. Поэтому здесь нужно будет совместить еще между собой результаты по русскому языку, по литературе и посмотреть еще, в чем они друг друга дополняют, в чем они совпадают или расширяют содержание результатов. Юлия Риверовна, скажите, пожалуйста, вот вы увидели только 2 промежуточных аттестата, вернее, аттестации, да, 2 как бы умения по литературе и по русскому. Что скажете? Это только я взяла часть. Ну, это большой плюс, конечно, для того, чтобы прийти к результату, да, в 11 классе. Это будет постепенно, это не надо будет дополнительных каких-то консультаций для того, чтобы научить работать с текстом. Да, Потому что же забыли много долю ребята. времени вот на то, чтобы вот научить. Поэтому, ну, это плюс. А я вижу системность. Вы посмотрите, как хорошо подошли к этим вот результатам. Вот, то есть меня вот само по себе, то, что эти результаты наконец-то именно в системе нам даны, меня это радует. Меня не радует их количество. То, что это все включено не как в зоны, как это было раньше, да, а то, что это включено в промежуточную аттестацию. И поэтому я, конечно, говорила и говорю, что здесь придется как-то иначе совершенно выстраивать. Во-первых, поменять свои положения промежуточной аттестации. И текущем контроле. Да, то есть нам здесь еще придется решать массу вопросов. Ну, например, если они с 1 сентября собираются вводить в 5 классах и, значит, в начальной школе, значит, в 1 классах этот стандарт, то получается, что те, кто сейчас обучаются по-старому, да, они будут идти по старому положению, сдавать промежуточную аттестацию, так? То есть они должны будут дойти. Мы же не можем поменять и для них тоже промежуточную аттестацию. Ведь многие умения, которые там, здесь заявлены, планируемые результаты, скажем так, они были, может быть, не освоены. Да, общо представлены. Да, общо представлены, но не столько конкретизированы. Значит, скорее всего, у нас будет какой-то переходный этап, переходный период. То есть для новой программы, во-первых, это предусматривает, так, новое положение промежуточной аттестации и построению всей контрольно-оценочной деятельности учителя на протяжении года. То есть, ну, в общем-то, можно так сказать, что абсолютно все оценочные процедуры будут входить в состав промежуточной аттестации. Но здесь единственное меня что смущает, что они как-то должны быть структурированы, названы. Какое-то должно быть название, чтобы понимать, что в несдаче чего-либо будет считаться академической задолженностью. То есть, ведь если, скажем, школа ставит текущие отметки, чтобы вот это там не потерялось,
то, что входит в состав промежуточной аттестации, и то, что как бы обычные обучающие какие-то вещи, да, тренировочные задания. То есть я вот, например, думаю, у меня пока модель никакая не вырисовалась. У вас есть какие-то соображения по этому поводу? Больше вопросов. Потому что, да, нужно будет четко понять, что конкретно мы здесь выносим вот как раз на бальную отметку, что мы будем учитывать по весу, то есть какие виды работ. То есть теперь эти результаты нужно еще будет переформулировать виды работ, какие виды работ будут наши учащиеся выполнять, для того, чтобы мы понимали, что в течение года они освоили и в конце года они это продемонстрировали. Нет, я думаю, что здесь не получится начало года, конец года. Полагаю, что многие вещи будут в течение года. Ну, естественно, об этом говорю. Да, но Что они продемонстрировали и что потом. Да, но имеется в виду, что я посчитала, я просто взяла и посчитала. Вот представила форму работы, то есть сгруппировала умения по формам определения результата. Да? То есть вот это мы проверим. Ну, кстати, вот лингвистика, она через тесты очень хорошо пойдет. Вот это тесты, да, предположим. Значит, это через сочинение. Ну, сочинений получается вообще много, очень честно говоря, да. Вот это то, что мы назовем комплексный анализ текста или содержательный анализ текста, да. Вот это вот, где он продемонстрирует, да, это тоже сочинение. И потом здесь я выделила прочитанное, а там везде написано еще и прослушанное. То же самое по прослушанному. Это уже удвоение работы, понимаете? То есть я, когда посмотрела по каждому типу речи, по каждой функциональной разновидности языка, и на уровне прочитанного, и на уровне прослушанного. Вот, вы понимаете, там просто множится на глазах. И получается, что мы не можем же сказать, что я вот это выведу на промежуточную, а вот это не выведу. Там все очень конкретно на каждый год обучения. И у меня получилось, вот так посчитала, сколько на час, сколько часов конкретно на контроль, сколько на подготовку вот этого всего. Коллеги, там, я скажу, на программу-то ничего не остается. У меня возникло такое ощущение, что там на программу ничего не остается. Или мы будем теперь работать только на это, так? Это, собственно, и будет вот нашим содержанием нашей деятельности. И, видимо, это должно формировать дидактические единицы наших рабочих программ. То есть, чтобы обеспечить эти планируемые результаты, мы от них пойдем к содержанию. Вот так вот получается. И нигде не слышала никаких комментариев по этому поводу. Кстати, в феврале они вроде бы обещают примерно основную образовательную программу новую и по начальной школе, и по основной школе. Ну, мы подождем, конечно, но вот пока то, что я вижу, с одной стороны, повторяю, мне нравится, а с другой стороны, вот просто посчитав, я не знаю, как мы будем обеспечивать вот это. Правда, там есть еще такой момент, написано, что это промежуточные результаты, да, промежуточные, итоговой аттестации. Может быть, все-таки что-то можно будет увести на итоговую, да, и что-то вот так вот, я не знаю. Пока действительно вопросов больше, но дело в том, что время X у нас близится. Это уже утверждено. Вот. Я показала учителям, кстати, вот Татьяна Николаевна, а учителя почему-то не знают про этот стандарт. Я не думаю, что все не знают. Другое дело, что мы понимаем, с какой нагрузкой работает учитель в школе. И, безусловно, для осмысления таких вещей тоже нужны отдельные форматы. Поэтому мы поразмышляем тоже, в каком формате организовать это обсуждение и на муниципальном уровне. Потому что иногда под словом «не знаю» прячется «пока не знаю, что сказать». Нет, по этому поводу. Слышали. Ну, я не думаю, что прям Не вот может все быть. не слышали. По-разному, да, мы же понимаем, по-разному отвечает учитель, и иногда это бывает такая вот реакция, чтобы не уточняли Нет, я не говорю о дальше. городских учителях, я как раз говорила о республиканских учителях. Ну, по крайней мере, рассылки о том, что это обсуждение идет, они были, о том, что они Вот. уже утверждены, Да. они тоже были. Ну и потом давайте, коллеги, будем говорить о том, что у учителя особая профессия, ему все время приходится держать руку на пульсе, и поэтому посматривать на сайты, на которых размещаются актуальные документы, актуальные нормативные разработки, методические разработки, наверное, тоже нужно для Это того, моя чтобы... любимая мысль. Да, для того, чтобы все-таки быть в курсе, потому что никто к нам не придет в класс, и никто нам не будет пересказывать. Мы ведь, коллеги, и сами не очень любим, когда дети начинают перепевать
с чужого текста. Поэтому, чтобы не было так, чтобы кто-то мне пересказал, конечно, нужно свою профессиональную позицию такую держать, самому в первую очередь интересоваться. Поэтому мы посоветуем все-таки еще раз, да, коллегам обратить внимание на эту редакцию и на внутришкольном уровне не просто ознакомиться, а, наверное, еще и организовать обсуждение. Потому что на уровне школьных методоведения. Потому что у меня вот сейчас в тот момент, когда Татьяна Петровна представляла нам эти результаты, еще раз родилось осознание того, что мы эти результаты ведь, коллеги, видели. Пусть не было уточнений стиля речи, типов речи, количества слов, но мы их видели в познавательных УВД в разделе «Смысловое чтение». Но и там они были представлены в крайне общем виде. Сейчас они детализированы с учетом нашего предмета, поэтому уже к этой детализации нужно отнестись, нужно обсудить и посмотреть. Может быть, в опыте нашей работы уже что-то есть, что ни в коем случае не стоит прерывать. Только что мы говорили о понятиях, а это познавательное универсальное учебное действие. То есть на самом деле у нас метапредмет весь заявлен в нашем предмете, поэтому мы же с текстами больше всего имеем дело. Ну, в любом случае, коллеги, уважаемые филологи, тексты обновленных стандартов начальной школы, основной школы, они уже известны, опубликованы. Самое главное внимание ваше, конечно, это должно быть к приложениям. Там даны на каждый год обучения по каждому предмету перечислены все, что входит теперь в промежуточную аттестацию. И поэтому не только просто посмотрели, обсудите на школьных методических объединениях. Я думаю, педсовет тоже нужно проводить для того, чтобы посмотреть, а что изменилось в наших основных образовательных программах, что изменилось в стандартах. То есть все посмотреть и уже быть готовым к тому, что с 1 сентября, то есть это уже совсем близко, так, вот это придется реализовывать, рабочие программы придется писать, а значит, это уже должно быть близко, обсуждаемо, и уже все должны настроиться, особенно те, кто пойдут в 5 класс. Так, ну что ж, пойдемте дальше. Итак, значит, здесь я, наверное, вернусь теперь назад и попрошу, значит, вас теперь выступить со своими материалами. Это то, что подготовила я. Юлия Риверовна, давайте мы вам дадим слово теперь. Ну, я постараюсь не так долго, постараюсь побыстрее проговорить. Экзаменационная работа по литературе состоит из 2 частей. В ней принята сквозная нумерация заданий. Часть первая содержит задания, требующие анализа литературных произведений. Ряд заданий относится к фрагменту эпического произведения, ряд заданий к фрагменту лирического произведения. Часть вторая представляет из себя сочинение, тему которого выпускник выбирает из 4. Обязательно в каждом варианте КИМ экзаменационной работы присутствуют задания из литературного блока от древнерусской литературы до литературы первой половины XIX века, из второго блока литература второй половины XIX века, и третий блок – это литература конца XIX – начала XXI века. Вот обращение к современной литературе – это один из серьезных вопросов, которые надо решать на уровне среднего общего образования, да не только, конечно же, среднего образования. Возможно, что и на уровне, между прочим, нашего РУ. У нас курсов по литературе не бывает. Мы вообще литературу современную нигде не обсуждаем. И я даже теперь даже не знаю, вот вы говорите, современная литература включена, а у нас ведь ничего и нет. То есть я имею в виду, что мы как-то Один раз приглашала Татьяна Бориславовна Истомина, она выступала, что-то там было для учителей по повышению квалификации по одаренным детям. Да, было на базе СГУ. Вот, Татьяна Бориславовна там выступала с этим курсом. Все. А ведь к нам пришло большое количество молодых учителей. Их надо тоже в литературу-то, чтобы они слышали, понимали, как У меня сейчас просто разговор они, может, больше перед глазами, понимают, я только что разговаривала недавно с молодой девушкой, и очень такой мотивированной, уже работает в школе давно. Она говорит: Татьяна Петровна, кто бы меня научил работать
на уроках литературы. Эти тематические разработки, я читаю их, я пытаюсь их воспроизвести, но мне не хватает разговора с практиками, с опытными учителями, какого-то общего чего-то. И вот это вот, я думаю, что уже давно уже востребовано вот учителями Мне, всех если школ. честно, тоже бы хотелось. Помните, раньше в КРИРО приглашали нас слушать преподавателей с других, вот с больших вузов приезжали, да, Да. с больших городов приезжали, читали лекции. И по 20 веку я до сих пор пользуюсь тем, что услышала тогда. Это неоценимый материал. Хотелось бы Да. такое, конечно, дальше. А мы что-то все ушли вообще в русский язык, заметьте. Мгм. Вы у нас поэтому вот такой Поэтому я и редкий гость, молчу, и да. прямо птица такая драгоценная. Вот смотрите, давайте вот количество участников. Почему так мало? Ну, потому что это экзамен по выбору. Он не обязательный. И не каждый вуз этот экзамен выставляет, да, вступительным испытанием. Поэтому, ну, у нас все равно рост. У нас в 2019 году 371 человек. Это превышает число участников прошлого года, учебного года. Но все равно Но оно это же не показатель, это не нет, тренд. не Нет, показатель, нет. А скажите, пожалуйста, вот это все, кто, они куда поступают? Они, судя по уровню подготовки, есть учащиеся, выпускники, которые поступают в вузы по профилю, то есть, возможно, это филологический факультет, возможно, это факультет журналистики или еще какой-то связанный с литературой факультет, потому что есть дети высоко мотивированные. У нас в этом году 3 выпускника 100-бальника. Вот, а есть дети с очень низкой мотивацией, но мы знаем, что и на какие-то факультеты, связанные с туризмом, тоже сдают литературу. А может быть, это великий художник, да, которому нужна литература лишь только для того, вдруг чтобы это поступить. учитель русского языка и литературы Вот это будущий? страшно. Вот это страшно. Если бы где-нибудь ставили какой-нибудь, да, маркер, да, что это вот учитель будущий, а это по туризму, вам было бы проще, наверное. Ну вот, средний тестовый балл в этом году у нас незначительно, но все-таки вырос, да, на 2%, почти на 2%, но он остается ниже среднего по России тестового балла. У них 62, у нас 59,86. Вот, результаты этого года. А почему так много не сдавших, не преодолевших? Хорошо, расскажу. Расскажите мне. Расскажу Посмотрите историю цифры-то. учительницы, которая наша с вами коллега, наша с вами знакомая. Без имен. Защищаем персональные Утверждает, данные. да, ребята пришли к ней и говорят, мы идем сдавать литературу. Почему, ребята, вы идете сдавать литературу, вы не готовились? А все равно же ничего не будет. Мы пойдем, сходим, посмотрим. В разведку они пошли. Мгм. Вот. Есть ребята, которые неожиданно вдруг для них наступает этот экзамен. Не думали, не планировали сдавать, а сдавать приходится. Ну а есть те, кто сдать-то надо им. А вот усилия прикладывать к тому, чтобы читать произведения, без этого очень на высокие баллы не сдашь. Вот есть То всякие есть они дети. сдавали экзамен по литературе только чтобы куда-то сходить? Так что ли, Видимо, получается? да. А зачем им это? Вот не Они могу же могут сказать. просто Это 2 загадка. обязательно сдать, получить аттестат. Ну, так и сделали в итоге. Но они могли вообще не ходить? Могли, Могли. да, их просили. Ясно. То есть здесь, скорее всего, это не то, что плохая подготовка, то есть это неплохая подготовка учителей, детей ведь учителями, так? Получается ведь так? Скажу как учитель-практик, да. Зачастую здесь именно не подготовка самих детей, Самих нежелание детей. готовиться, считают, что это легко, считают, что возможно набрать на тестовой части для того, чтобы перешагнуть. Многим достаточно действительно только перешагнуть. Мгм. Сколько у нас нужно минимально? Минимально по 100% шкале 32, А по а первичной первичный это 15. 15 баллов. Мгм.
Ну что ж, давайте, вот что-то у нас получается. У нас получается, что большая часть выпускников набирает, да, от 50 до 60, от 60 до 70 баллов. Увеличилось число, опять же, учащихся, как и в русском языке, увеличилось число учащихся, которые набирают от 70 до 79 баллов. Их в этом году 57 человек. Вот, это радует. Вообще наш график в этом году сдвинулся вправо. Да, повыше стал с правой стороны, нежели с левой. Но все равно есть те, кто не сдает этот экзамен. Их составляет 4%, в количестве это 15 человек. Ну, это, конечно, не утешает, но по России в среднем так же. Процент такой же. Вот, приготовила я вам графики сегодня. Задания по литературе состоят из заданий разного уровня сложности. То, что мы называем тестовая часть, на самом деле это задания с кратким ответом, задания базового уровня сложности. Вот пока о них. Это с 1 по 7 задание к тексту эпического произведения и с 10 по 14 заданию к тексту лирического произведения. Вот обратим внимание, здесь, значит, первая группа – это ребята с низкой мотивацией, выпускники с низкой мотивацией. Вторая группа – выпускники с повышенной мотивацией. Третья группа, сиреневая – это выпускники высокой мотивации, то есть от 80, получившие на экзамене от 80 до 100 баллов. Вот. И синенькая полоса графика – это средний процент выполнения работ. А что это за задания 4, 10 и 13, которые однозначно провальны, какая бы группа ни была? Нет, вот смотрите, выпускники с высокой мотивацией, да, вот те, которые умеют, рисунок у них одинаковый. 4 неплохо, Ага. правда же? И 13 у них неплохо. Ага. Вот, то есть если высоко мотивированный выпускник, он готов к этим заданиям, а я вам сейчас их покажу как раз. Вот, то есть провал на чем? А назовите, Если что это за а сейчас мы с вами посмотрим. Если задания другие, не 4 и не 13, выглядят таким образом, укажите название главы романа Лермонтова «Герой нашего времени», фрагмент, который приведен, то есть требует ответа термином. Да, правильно? Требует знания литературоведческих каких-то понятий. название главы Понятия, романа. да. Это просто нужно узнать. Это Да. память. Это Да, просто память. да. Эти Так. задания, выполнение этих заданий, неплохое выполнение этих заданий говорит о том, что в целом ребята могут, освоили азбуку литературоведческую. И для низкомотивированных учащихся эта азбука является тем спасательным кругом, за который они цепляются и получают какие-то баллы. Вот. А вот, возвращаюсь к графику, задание 4 требует знания текста. Выглядит оно так. Например, задание, требующее краткого ответа, но здесь нужно установить соответствие между... Я вот смотрю, я давно не заглядывала в ваши демонстрационные версии, Татьяна Николаевна. Кто тут на ком женится? И это они не знают, да? То есть они текст, получается, не читают. Это сюжетные Вот. линии. Сюжет, да? То Кто есть умер, во кто что... женился, кто уехал, так? Самая главная проблема, и она идет уже с базового уровня заданий, это проблема: не читают дети произведения. Очень часто они заменяют чтение произведений кратким содержанием. Сейчас там не очень всегда часто все детали. заменяют фильмом, да, просмотром фильма, путают. И да. вот тщательного чтения, которое бы позволило им выполнить это задание, этого не происходит. И вот. причем это произведение свежее, то есть вот только-только 1-2 года. Это то, что в оперативной памяти еще должно быть, правильно? Ну, это да, это конкретно свежее, может же здесь оказаться и другое произведение. Например, Поэтому, из основной школы, да? да, поэтому вот
поднять на уровне повторения эти произведения, да, для хорошей подготовки к ЕГЭ тоже необходимо. Ну пусть. Вот здесь у нас эти герои. Задание 13 – это задание к лирическому произведению. Произведение тоже напечатано, тоже дано. Там был, допустим, фрагмент, да, какой-то. Здесь это целое стихотворение. И задание 13 требует конкретно в этом произведении найти средства выразительности. Это наш 26-й, да? 26-е. Да. Только там у нас, видите, У нас есть маленькие скрытые, да, подсказочки. скрытые признаки, скрытые определения понятия, а здесь все-таки уже умение самим, да еще и в лирическом произведении соотнести. Поэтому, да, видимо, сложно. Вот, то есть это задания, которые выполняются низкомотивированными учащимися хуже, значительно хуже. Вот. я боюсь, что подобные задания ушли из урока вообще. Может быть. Или они перекочевали, извините за такое слово, в русский язык, но только для анализа публицистических художественных текстов и в том формате, в котором они даются. То есть не во всем многообразии, да, возможностей художественных средств и приемов, а только с точки зрения отработки 26-го задания, может быть, даже только на основе использования даже не открытого банка PP, а использования сайта SDAM-ГИА. Дмитрия Гущина. Вот. А у высокомотивированных учащихся в этом году вызвало затруднение задание 14 у некоторых. В основном в 14 задании у нас размер стихотворения. Да. То есть тоже есть о чем думать. Таким образом, задания базового уровня сложности, они по силе выпускникам любого уровня подготовки. На них стоит обращать внимание в практику школьной работы. В практике школьной работы необходимо обращать внимание, очень серьезное внимание и литературоведческим терминам. Необходимо разбирать по каждому произведению, делать анализ эпизода. Можно даже по аналогии с этими заданиями. По каждому стихотворению анализ средств выразительности. Пусть не по каждому, но обязательно, изучая лирику, делать анализ стихотворения. Я подозреваю, Учить что это всё наизусть только- и внимательно читать. Я подозреваю, что сейчас это занимаются только на уровне основной школы. Старшая школа занята совершенно другими проблемами. Ну, например, обижаете? Нет, почему я обижаю? Я не обижаю. Просто я всю жизнь только работаю в старшей школе. Я бы вот на другое обратила внимание, на то, что здесь нужно еще очень четко видеть самому учителю преемственность между 9 и 11 классом, потому что в 9 классе учащиеся ровно эти же литературоведческие термины, ровно эти же подходы к анализу прозаического или стихотворного произведения используют, но в другом формате. Если здесь они представляют это в виде краткого ответа, то в 9 классе они должны опираться на эту литературную азбуку, литературоведческую азбуку для того, чтобы анализировать произведение. Вот этих детей, которые в 9 классе успешно сдали ОГЭ по литературе, нужно бы, конечно, отслеживать и смотреть, планируют они или не планируют в 11 классе. Я о чем сейчас говорю? О том, что, может быть, это снижение результатов связано еще и с недостаточной профилизацией, с профессиональным самоопределением учащихся. Нужно посмотреть, те, кто у нас в 9 классе сдают, планируют ли вообще потом к 11 классу еще раз выбрать этот предмет. Как правило, нет. А в 9 классе те, которые планируют в 11 классе сдавать литературу, должны пробовать, мне кажется, Юлия Риверовна, потому что в этом смысле 9 класс с его развернутыми заданиями, развернутыми ответами, с его сопоставительным анализом фрагментов смотрится даже, может быть, более с этой точки зрения выигрышно, потому что мы проверяем умение ребенка в развернутых ответах, потому что 9 класс только на развернутых ответах и построен. Поэтому здесь на это еще нужно обратить внимание учителей. Преемственность 9 класса и 11 класса. Ну, более подробный анализ, если заинтересует, он,
Как называется наш сборник-то, который мы делаем? по Статистический сборник РИЦОКа, результаты ГИА, в принципе, так и называется. Просто он состоит из двух частей. Основной государственный экзамен и единый государственный экзамен. Ну, там можно подробнее, да? А здесь давайте опять посмотрим на графики. Значит, на этом графике представлено, опять же, разными группами выполнение заданий повышенного и высокого уровня сложностей. Их в литературе, в ЕГЭ по литературе 5. Задания 8, 9, 15 и 16 – это задания повышенного уровня сложности. Задание 17 – это сочинение, задание высокого уровня сложности. Очень интересный график красный внизу получился. Он показывает, что ребята с низкой мотивацией справляются таки с заданиями 8 и 15. То есть они им по силам. Следовательно, при подготовке тоже надо обратить на них внимание. Давайте еще посмотрим. Раскройте мне, что такое 8 и 15. А вот сейчас мы посмотрим на сами задания. Задания, требующие развернутого ответа. В самих формулировках заданий сказано 5-10 предложений, но указание на объем условно. Выпускник должен ответить на вопрос. Так же, как и в русском, ключевые слова важны, да, какие черты, должно быть и перечисление этих черт, какие черты характера Тихона Кабанова проявляются в данном фрагменте пьесы Островского «Гроза», и опора на текст должна быть, как соотносятся между собой начало и конец стихотворения Рубцова «Сентябрь». Эти задания проверяют умение воспринимать информацию, умение анализировать содержание текста, умение обобщать наблюдения над художественным текстом, умение логично и последовательно излагать мысли и умение соблюдать нормы речи. Сейчас в каждом из заданий с развернутым ответом умение соблюдать нормы речи является обязательным. Да? То есть мы проверяем речевые ошибки. И что, кстати, с речевыми ошибками? А это вот на десерт. Сейчас мы проговорим об остальном, потом о речевых ошибках. Хорошо. Да, к графику мы будем возвращаться, и в нем тоже видны речевые ошибки. Итак, задания, требующие развернутого ответа, 8 и 15. Вот они. Вот первый критерий этих заданий. Вот 15. Значит, 8 – это задание к эпическому произведению, 15 – это задание к лирическому произведению. Обратите внимание, что выпускники этого года показывают вот на заданиях повышенного уровня сложности одинаковые результаты, да, практически, хоть по эпическому, хоть по лирическому произведению. Рисунок одинаковый. Да. И точки вот эти, высшие точки тоже одинаковые, по 8 и по 15. То есть раньше с лирикой было гораздо сложнее ребятам, сейчас справляются лучше. Далее. Сложнее, обратите внимание, спад, да, кривой. Задание 9, задание 16. Это задания, требующие размещения произведения в контексте, в литературном контексте. Например, в каких произведениях отечественных писателей отображен конфликт между представителями разных поколений и в чем эти произведения можно сопоставить с пьесой Островского «Гроза». То есть с этим сложно справляются. Сложнее справляются. Ну, Надо казалось бы, привести. очевидные вещи, да? А если учащиеся читают мало, сопоставить очень сложно. Привести даже этот пример. Найти произведения, которые можно сопоставить с пьесой «Гроза», например. Вот. Кроме того, если учащиеся находят такие произведения, следующий это вид, это надо сопоставить. Нет сопоставления, нет баллов за ответ. Есть сопоставление, тогда уже оценивается работа. Сопоставление в заданиях 9 и 16, это главное, что должны сделать дети здесь. Сопоставление одного произведения с другим. Даже не то, что они не умеют сопоставлять. Им нечего сопоставить. Нечего. Вот проблема в чем. Хотя, опять же, да, Юлия Риверовна, это 9 класс.
То есть примеры произведений, которые можно сопоставлять, самые разные примеры произведений, и главное, пути сопоставления, как можно, на основе чего сопоставить, принципы сопоставления в 9 классе в контрольных измерительных материалах по литературе представлены. То есть если бы у ребенка уже был опыт подготовки к литературе в 9 классе, то и в 11 классе было бы подспорье. Да, можно говорить о том, что этот опыт был бы ограничен той литературой, которая изучена на уровне 9 класса, но тут он нарастил еще из 10-11 и может вернуться и к этим литературным произведениям тоже. Вот здесь очень четко тоже заложена преемственность между кимами. Вот как мы говорили по русскому языку, точно так же и по литературе. Преемственность очень видна. А значит, учителю нужно изучать, независимо от того, собирается ли он потом работать в 10-11 классах, контрольно-измерительные материалы и в 9 и в 11 классах, чтобы давать детям возможность этот опыт наработать. По сути, в 9 задании, в 16 задании у нас читательский опыт. Работает читательский опыт. И его получается, что нет. Они Да. бы сопоставили, если Да. бы им дали что-то. Да, А поскольку им нужно самим откуда-то взять, вот у них здесь проблема. Вот давайте опять вернемся к графику. Что еще, на что хочу еще обратить внимание. Значит, например, задание 9. Вот давайте тут на более высоком графике посмотрим. Задание 9. Выполнение задания 9 по первому критерию. Сопоставление первого аргумента. И спускаемся вниз. Где мышь? Сопоставление второго аргумента. В этом графике также, в этом графике также, в этом графике также. Рисунок одинаковый. То есть, смотрите, что еще видно. Что с первым сопоставлением справляются лучше. Находят это сопоставление лучше, находят произведение для того, чтобы сопоставить. Со вторым уже возникают трудности. Опять же, это что? Это читательский опыт. Задания 16 аналогичные. Вот он спад. Если низкомотивированные учащиеся от 16 задания чаще всего отказываются вовсе, не выполняя его, или находят только один аргумент одно произведение для сопоставления. И вот здесь мы также видим, по лирике, по стихам, первый аргумент, первое сопоставление, второе сопоставление, первое сопоставление, второе сопоставление, и только высокомотивированные учащиеся, здесь вот сделали наоборот в этот раз. По критериям 9 и 16, третья позиция, третий критерий по заданиям 9 и 16 – привлечение текста. И задание, и критерий 4 – речь. Речь по 15, речь по 9, речь по 16, речь по 17. Самые низкие. Вот где у нас слабое место. Речевой критерий очень важный. К сожалению, ребята допускают очень много речевых ошибок. Вообще И сам по себе фактически одинаковый рисунок говорит о том, что 371 ребенок из разных городов, из разных типов учреждений образовательных. И одно и то же. Типично. То есть одни и те же слабые места, одни и те же хорошо, да? То есть здесь какая-то, в общем-то, рисуется картина, что, скорее всего, здесь что-то в преподавании. Сложившаяся практика. Да, сложившаяся практика преподавания, скорее всего. Ну, обязательно в практику. Не знаю, как в других школах у нас все-таки это еще есть. Учить наизусть стихи, без этого никак. Учить наизусть. Пусть маленькие, но фрагменты прозы. Это обязательно, без этого тоже никак. Учить наизусть монологи и требовать. Кроме того, заданиями, подобными 4-му базового уровня сложности заданию, проверять знание текста, проверять. Вот как вы говорили, пересказ, пожалуйста, должен быть.
Вот, по-другому никак. Контроль за этим не читают дети. Как вы Ремнем не думаете, заставишь. Юлия Риверовна, и если ЕГЭ по литературе взять и ввести обязательно, Я за. что будет? Вы за, да? Я за. Татьяна Николаевна? В любом случае, мы ведь понимаем с вами, коллеги, что вопросы о вводе еще какого-то обязательного предмета, который бы помог нам еще посмотреть на культурную составляющую, на общий кругозор ребенка. Эти разговоры ведь ведутся на самом разном уровне, да, и то и дело всплывают разговоры о том, чтобы все-таки вернуть, если не литературу, то сочинение на литературную тему. Если не литературу, то историю и тоже с каким-то блоком Гуманитарную сочинения. Если обществознание, то тоже с каким-то блоком, где ребенок бы мог представить, отстоять свою позицию. То есть ведутся ведь разговоры, и не случайно они ведутся о том, что мы должны посмотреть, насколько выпускник вообще зрело себя ведет. Аттестат зрелости. Ну, был раньше, назывался аттестатом А уже не зрелости. называется? Ну, сейчас он просто аттестат. Как грустно. Поэтому эти разговоры ведутся не случайно. Я не могу назвать свою какую-то однозначную позицию, потому что, с одной стороны, у нас уже есть итоговое сочинение, но мы должны понимать, что с введением федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования через год у нас эти процедуры тоже будут претерпевать изменения. И, коллеги, вот в этой связи, может быть, не совсем в точку, Татьяна Петровна Юлия, но я бы хотела обратить внимание на ту процедуру апробации оценочных средств, которая прошла сейчас осенью этого года, 2019 года. И вот как раз апробация-то показала, какие еще новшества нам готовят. И вот внутри апробации, коллеги, надеюсь, вы тоже заметили, были в том числе задания, которые нужно было выполнять учащимся 10-11 классов в устном формате. Поэтому, скорее всего, что мы ожидаем некую еще устную форму проверки готовности учащихся к сдаче государственной итоговой аттестации. И были достаточно большие блоки культурологического содержания. То есть что-то связанное либо с метапредметом, либо с конкретным предметом, наверное, мы должны будем ожидать, потому что смущает, еще раз говорю, смущает то, что это те дети, которые вроде бы выбрали осознанно, Да. и тем не менее они показывают достаточно неуверенное владение материалом, хотя вроде бы профильный предмет они для себя выбирают. Ну, по идее, ведь как бывает, если вот действительно, как говорит Юлия Риверовна, дети просто пришли и поставили учителя перед фактом, Да. мы, конечно, можем сказать, что учитель и так должен был готовить. Но согласитесь, на ЕГЭ по литературе он не готовит. Вот целенаправленно он не готовит. Поэтому ребенок мотивирован, он понимает, что ему придется самоподготовкой заниматься в основном. То есть базу дает учитель, а вот эти нюансы подготовки к каждому заданию, на это, конечно, учитель не будет обращать внимание, пометуя о том, что значительная часть класса вообще в этом не заинтересована. Понимаете? Но я все-таки, да, думаю, что вот опять же, пометую ту презентацию, где вот мы написали, что по литературе, что по русскому. Я боюсь, я не боюсь, я думаю, что вот это будет хорошей, мощной подготовкой, и что результаты ЕГЭ по литературе именно вырастут благодаря введению вот этих промежуточных результатов. Потому что там вот написано, да, вот я просто не стала все выводить, да, но там как раз-таки вот это то, что вы говорите, там все это есть. Только другое дело, что оно было неконтролируемо, так, непроверяемо. А теперь это выйдет на контроль, и это даст свой урожай, я полагаю. Поэтому я думаю, что дальше будет лучше по литературе. Может, так сказать, чтобы обещать. уже закончить, да, разговор, вот сочинение. Второй год, 4-я тема добавилась у нас. Сочинения даются на выбор, обязательно представлены произведения разных эпох, так, да. И обратите внимание на 4-ю, как она звучит. Тема взаимопонимания между людьми в отечественной литературе второй половины 20-го, начала 21 века. Учебника даже нет. Опять возвращаемся мы к теме, да? К вопросу о том, что современной литературе необходимо уделять должное внимание на уроках. Без этого никак. Что 34 недели, значит, у 11-классников, да? Там у них промежуточная аттестация, там у них и ВПР, и все, да? И поэтому вот просто не доходят они до 21 века.
Хорошо, если вторая половина 20 века. Там деревенские писатели, городские писатели. А я не знаю, на постмодерн, по-моему, мало Не кто. успевают, переходить не успевают, да. Ну, говоря о сочинении, ребята, которые сдают еще сочинения и по литературе, да, испытывают серьезные затруднения. Мы в сочинении по литературе встречаем иногда такую схему сочинения по русскому языку, где проблему доказывают, да, то есть показывают, как проблема отражена в этом тексте, еще и слово текст. Или встречаем сочинение как сочинение допуск итоговой аттестации, такой вариант. Ну, неизбежно влияние это, да, поэтому если Потому ребята... что детей теперь два вида сочинений. Да. К ЕГЭ и к итоговому. И Больше третье, нет. если еще литературу сдают. Поэтому это тоже несколько другой вид сочинения. И тем не менее, я думаю, что сочинение как допуск итоговой аттестации, он все равно будет полезен и тем, кто Так сдает они, посмотрите, сочинение то же самое, разве что без опоры. по литературе. Да. Анализ как такового. Ага. Значит, 5 критериев для проверки соответствия сочинения теме ее раскрытия. Это критерий ключевой. Соответствует теме, проверяется дальше сочинение, не соответствует теме, нули ставятся по всем Самостоятельность критериям. проверяется? Самостоятельность проверяется. В случае Объем? подозрений, да, мы пишем специальный акт об этом. Объем тоже имеет значение. Объем заимствования имеется в виду. В Нет, смысле? вообще объем сочинения. Объем сочинения. Какой он, кстати? Ну, больше 300 слов? Нет, меньше гораздо. Меньше, да? Что мы можем сказать по сочинению? Что самое слабое звено – это речевые ошибки, да? Мгм. Что что в этом году с сочинением справились несколько лучше, чем выпускники прошлого учебного года. Что здесь есть тот резерв, где можно все-таки, можно научить учащихся, даже слабо мотивированных, которые пытаются отказаться, не писать сочинение вовсе, раскрывать тему, если им знакомо произведение, все равно пытаться его писать, это сочинение. Я смотрю, у них даже опора на литературные понятия И есть. то есть, да, ну, показатель. Один, наверное, человек, да? Не знаю. Мгм. Вот. Ну, видите, многие отказываются. А те, кто пробуют не очень удачно. И тем не менее. То есть у слабомотивированных здесь есть тоже есть шанс поучиться, постараться и читать, и пытаться писать сочинения. А у ребят, которые высоко мотивированные, работать над речью. Работать над речью. Как работать над речью? Обязательным элементом, обязательной формой работы должна стать форма редактирования собственных текстов. Наверное, она не должна ознакомиться с видами всех речевых ошибок. Проработать просто вот эти виды, узнавать. Вот как они в седьмом, восьмом, я уже восьмом, нумерацию да. уже все перепутала, да. Но они же, получается, умеют опознавать ошибки, значит, и речевые ошибки они тоже могут опознавать. Ну, скажем, их нет, но ведь можно научить опознавать. Хотя бы представление о них. Ведь они Мне допускают, кажется, не зная, многие что речевые допускают. ошибки связаны как раз с тем, что дети не читают, образцов не видят. По пересказам, услышишь ли ты хорошую речь по пересказам? Мы же говорим об ошибках, не о том, что они неловко где-то высказались. Мы говорим о конкретных ошибках, да? Ну, Юлия Юрьевна имеет в виду, что дети Они допускают слышать ошибки их из-за не того, умеют, что они их да, видеть не умеют. из-за того, что используют, компилируют чужие тексты, и получается, что вот это наслоение разных стилей, разных типов речи, еще и попытка закончить, завершить работу, они приводят к тому, что мы эти ошибки иногда перетаскиваем из этой чужой А речи. качество речи каково? Ну, скажем, ошибки, ладно. А качество? То есть это вот каков синтаксис? Лексика? Разные. Мы встречали очень хорошие работы, очень красивые работы учащихся. Речь богатая, синтаксис разнообразный.
конструкции предложений, есть сложные, да, предложения, грамотно составленные. Ну, а есть сочинения, написанные простыми предложениями, как будто вот топором вырубленные, разные. Ребята с хорошим уровнем подготовки, даже если есть какие-то речевые погрешности, они все равно строят свои речевые конструкции красиво и грамотно. Даже если неудачно порой слова выбирают, даже если современная речь мешает им синоним Контекстные, удачный так подобрать, да, все равно. Вообще литературную речь употребляют? Или все-таки много сленга, жаргона? Уровень подготовки. Уровень подготовки высоко мотивированный, это, видимо, и начитанные учащиеся. Там и речь хорошая. Встречаются просторечные слова даже, что только не встречается. Но это в основном... ошибок много в сочинениях? Много. Много. То есть вот как там в тестовом задании, где проверяется фактология, здесь тоже обнаруживается? Да. Это та же проблема, что в том задании, которое видели в 4-м задании, что вот в этих фактически ошибки есть. И речевые есть ошибки, что-то даже выписала. Ну вот. Кабаниха пользуется слабостью сына и переносит его от жены Катерины на свою сторону. Его Да, Маргарита непоколебимо любит мастера, ну, подобные вещи. Ей Здорово. приходится сотрудничать с сатаной. Ну да, вот слово сотрудничать, как неудачно. Надо его... было перлы-то написать. Да нет уж, пусть они тут останутся. Пусть тут останутся. Ну что ж, спасибо, Юлия Риверовна. Честно говоря, давно отошла от ЕГЭ по литературе. То есть сведения не знала ничего. Прямо с большим удовольствием вас выслушала. И я так полагаю, картинка... График почти не изменился. График прошлого года синенький, график этого года красненький, плавнее Тенденции, стал, да. да, вот эти углы немножечко. И опять же, ушли, я но всё равно. расцениваю это именно как вот уровень преподавания, вот, то есть одни и те же, если ошибки, если одни и те же слабые места, проблемные вот эти поля у детей, это прежде всего характеристика, как у нас работает литератор, скорее всего так. Ну, разные у нас учреждения, разные города, где-то деревни, все разные, но вот одинаково. В общем-то, я думаю, эти 370 детей, в принципе, достаточно так, выборка репрезентативна. Она показывает как бы вот эту картинку. И я думаю, что если даже было больше детей, она была примерно такая же. Ну, пожалуй, соглашусь. Все, закончила, всё, да, да? презентацию? Ну что ж, большое вам спасибо, коллеги. Очень хорошо, я думаю, очень так это форматно рассказали. Итак, таким образом получается, что вот наши 3 составных элемента нашей государственной итоговой аттестации, так, мы представили, наверное, Татьяна Николаевна, уже не будем, да? Нет, конечно. Мы нет. достаточно много поговорили о ЕГЭ по русскому, да? Вы хотели показать там, да? Нет, презентация будет выложена, да? Презентацию выложу. Уважаемые коллеги, в презентации, которая будет прикреплена к вебинару, вы как раз увидите примеры сочинений, итоговых сочинений, которые написаны были в этом году выпускниками 11 классов и в рамках подготовительных работ, в рамках диагностических работ. И на первый взгляд вот как раз будет казаться, что это сочинение достаточно слабого уровня. Но, уважаемые коллеги, если мы будем их рассматривать по тем критериям, по которым мы сейчас работаем, мы должны научиться соотносить критерий с сочинением и увидеть все-таки в соответствии с критериями тот замысел, который пусть с точки зрения речевого оформления выражен шероховато, но все-таки этот замысел у учащихся есть. Пусть не столь глубоко, не столь подробно учащиеся анализируют эти произведения, но тем не менее, уважаемые коллеги, вы увидите примеры итоговых сочинений, которые были сочтены, и там единственная работа, которая была не зачтена, вы заметите, что там роман Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание» не столько использован как литературный аргумент с точки зрения добрых поступков, сколько как литературный аргумент по другой теме, которая ребенку более близка. Он использовался в качестве аргументов несчастий, которые пережили герои.
второй. Вот это сочинение, конечно, не зачтено. Все остальные работы зачтены. Ну и кроме всего прочего, коллеги, вы увидите там рекомендации еще раз по поводу работы с комментарием и с обоснованием. Это те две позиции, которые в прошлом году претерпели изменения и в этом году. Они с точки зрения проверки тоже претерпели изменения. Предваряя нашу с вами работу в следующем полугодии уже по подготовке к ЕГЭ по русскому языку, я предлагаю вот тоже на уровне образовательных организаций с опытными коллегами, с коллегами, которые, может быть, индивидуально готовят учащихся, которые работают с разными группами учащихся. Не случайно Юлия Ревировна говорила о том, что нужно видеть эти группы, мотивированные дети, дети, которые пока не осознают необходимость этого экзамена и получения баллов. Вот с учетом этих групп учащихся нужно еще раз посмотреть то, насколько теперь эти группы учащихся владеют как раз комментарием и владеют как раз обоснованием. Вы там увидите пример одного из таких сочинений. Оно было написано в прошлом году, непосредственно в июне. И этот пример тоже прокомментирован. То есть на слайдах есть комментарии, поэтому этими материалами можно будет воспользоваться. Я попросила Татьяну Николаевну как раз-таки, вот опять же, вот по разговорам с учителями-филологами, вот я сейчас 60 человек только что, да, вот со мной работали, они вот где тут та грань слабой работы, где вот уже засчитываем или уже не засчитываем. Я вас попросила специально дать слабые работы, чтобы учителя почитали работу, посмотрели бы, сказали, я бы поставил бы не зачет, чтобы они прочитали ваши аргументы, так сказать, да, вот почему это все-таки зачет, и посмотрели, может быть, они чересчур строго, то есть, может быть, они все-таки не совсем в соответствии с критериями проверяют свои работы детей. В этом смысле я и прошу обратить внимание на эти работы, чтобы понимать, что даже в случае, если мы видим недостаточно логичную речь или иногда позиции ребенка, которые не соответствуют нашим убеждениям, нашему жизненному опыту, все-таки сквозь призму критериев нужно увидеть замысел ребенка и с точки зрения уже этого замысла прочитать работу. Еще раз повторюсь, детям очень сложно размышлять по этим понятиям, и они действительно в силу пока недостаточного объема жизненного опыта не понимают, в чем конкретно проявляется добро. Поэтому мы должны посмотреть сквозь призму их опыта. Вот они видели вот эти проявления они пытаются доказывать. Учитель же, как правило, старается поместить сочинение в свои очень широкие рамки. Понятно, что детское сочинение, детская работа к этим широким рамкам не подходит. Ну и я всегда говорю филологам, коллеге говорю, смотрим не за что ставим зачет, а за что не ставим. Да. То есть вот это вот, если вы можете про эту работу сказать, что вот она вот не зачет, вот за это, такая, вот да. вы можете так сказать, точно? Вот только в таком случае. Если вы начинаете плавать, то есть, что-то вроде как-то, да, вот, то есть здесь должна быть именно нижняя грань, определяющая в вашем решении, даете вы зачет или нет. И вот буквально еще одну реплику по опыту перепроверки работ, которые нам присылает либо Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми, либо непосредственно Рособорнадзор. Я бы хотела обратить внимание еще раз, коллеги, на два критерия. Это критерий К3, по которому дети иногда получают не зачет, и критерий К5, по которому дети тоже получают не зачет. У нас по критерию К3 очень четко сказано тезисно-доказательная часть. Очень часто работы возвращаются с незачетом, в которых ребенок допустил 1-2 ошибки в связи между, допустим, примерами, между тезисом примером, между примером и выводом. Но это не говорит о том, что эта работа полностью незачетная по этому критерию. Потому что иногда бывает, что во всем сочинении это всего лишь вот этот один недочет. Но тем не менее, почему-то по аналогии с ЕГЭ, я так предполагаю, что коллеги находят вот эти 2 логические ошибки и уже по аналогии с ЕГЭ выводят эту работу на незачет. Если затрудняет понимание, то есть если все-таки коммуникативно намеренно чаще угадываемо, так сказать, плохо как-то, да, все-таки у нас и понятно, что это на зачет, но тем не менее он доходит до конца, до финала своего сочинения, мысль завершает. Завершает свою мысль,
то почему нет? Почему А я нет? как раз и говорю о том, что иногда сводят просто к подсчету этих вот логических ошибок и пытаются соотнести либо Нет. с процедурой ОГЭ, либо Здесь с у нас процедурой нет подсчета ЕГЭ. логических ошибок. Я- Которой литературу. Да, да, либо с процедурой ЕГЭ. Мы поэтому и говорим о том, чтобы еще раз обратили на это внимание, как раз на то, за что не зачет. И вот этот критерий К5, это критерий по грамотности. Уважаемые коллеги, привожу пример из своего опыта. Я действительно перепроверяю работы, в которых ребенком на объем слов 270-280 допущены эти пресловутые 5 ошибок. Они сконцентрированы в каком-то абзаце, например, да, и в этом абзаце действительно 100 слов, но у нас этот критерий звучит 5 ошибок на 100 слов, значит на 270 ребенок может допустить. И сколько? Примерный подсчет позволяет нам 270 мы делим на 20, и это примерно, по-моему, 15, что ли, 15 ошибок. это будет, да. Поэтому, коллеги, когда видишь чистую работу, выверенную работу, и понимаешь, что при этом еще не учтены не грубые ошибки, а у нас они внесены в методические рекомендации в прошлом году, не учтены однотипные ошибки, а они вынесены в методические рекомендации в прошлом году, и не учтены еще и повторяющиеся ошибки, понимаешь, что с критерием, а точнее говоря, с наполнением критерия не очень четко еще учитель поработал. Тех работ, в которых незачет по критерию К5 был поставлен обоснованно, то есть на 250 слов действительно больше 14 ошибок, я таких работ не видела. Наоборот, видела работы, в которых, да, ошибки сконцентрированы в этих 100 словах, но больше в работе ошибок нет. Поэтому это такой не совсем верный подход. То есть получается, что я выбираю любые 100 слов, вижу в них 5 ошибок и ставлю незачет. Но при этом вообще в работе... совсем никакие В ворота. этом году так же, что ли? В было, этом да? году мы пока еще не видели. Этих работ нам не переприсылали. Я говорю о тех работах, которые пересылали. Я почему эти работы увидела, почему они были вычленены, коллеги? Потому что потом этот же учащийся на ЕГЭ, конечно, с меньшим количеством слов, и у него было время перепроверить, у него было еще и полгода отработать эти навыки. Вот эти дети потом на ЕГЭ по критерию К7, К8, К9 получали от 2 до 3 баллов, высокие баллы, хорошие баллы. Поэтому, естественно, Рособорнадзор такие работы сличает. Почему здесь не зачет, здесь высокие баллы. Здесь требуется объяснение, поэтому я прошу на это обратить внимание еще раз. Очень, по-моему, существенное замечание. Потому что я другого объяснения не нашла. Почему вот эти работы не были... Ну, если у учтены. нас дети смешивают сочинения ЕГЭ по литературе, сочинения итоговые, ЕГЭ по русскому, то учителя смешивают критерии. Ну, бывает перекос. Ну так, видимо так. Ну что ж, коллеги, Нет, спасибо хороший за семинар внимание. Я перед думаю, проверкой. все, да? Мы прощаемся с вами. До следующих встреч. До свидания. До свидания. До свидания.